представлен первое обмундирование. Это вот аскера Симферопольского конно-татарского полка, период наполеоновских войн. Вот непосредственно Симферопольский конно-татарский полк принимал участие даже в Бородинском сражении. Командир полка Кайбей Балатуков стал георгиевским кавалером, получил чин генерал-майора, дошел до Европы, а всего вот в войне с Наполеоном принимало участие 4 наших полка. Все они полностью состояли только из крымских татар, командирами чьих полков были тоже крымские татары, воевали отлично. В 1864 году эскадрон был расформирован, и на его базе был сформирован команда лейб-гвардии крымских татар императорского конвоя. То есть это считалось самое элитное подразделение, которое непосредственно находилось при императоре, осуществляло его охрану. Это, собственно говоря, есть Якуб Джемилюглу. Он родился в Алуште. Он воевал 1917-1918, и он брал участие в Первой мировой войне. Можно уже сказать, его смерть его осуществлялась тем, что он был расстрелян по 58-й статье уже, то есть Советского Союза, за то, что был предан к царю и был категорически против новому государству. В этих книгах есть мои родственники. Я в том числе сказал, что это Сепили Асан, который был награжден серебряной медалью за храбрость. Потом уже сын его воевал, уже во Вторую мировую войну. Брат его родной, я воевал тоже в составе Крымского конного полка. Потом сын старшего брата Пурцеита, мой брат, дедушка Аблемит воевал, опять-таки, в Первую мировую. Поэтому для нас история Первой мировой войны – это и наша история, и наши военные заслуги. Это только начало. Мы сегодня не поставили точку в открытии выставки, мы просто начали новую тему, мы обозначили, мы заявили об этой теме, которая ждет еще много прекрасных исследований и открытий.